Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Мария Сунхалырова. Сегодня мы поговорим о социальном приюте, который помогает женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Узнаем истории сильных и удивительных женщин, которые стремятся преодолеть трудности и обрести новый шанс на новую нормальную жизнь. Узнаем, как приют помогает им в этом, какие вызовы им приходится преодолевать и как они находят силы продолжать двигаться вперед. У меня в гостях Жавнерик Евгения Вюгаевна и Павлова Анна Михайловна. Они являются администраторами приюта для женщин с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Здравствуйте. Добрый день. Я очень рада вас видеть. И в первую очередь мы, конечно, поговорим цель работы вашего приюта и уже сколько лет вы находитесь в данной работе? Наш приют работает до 2020 года. И у нас, помогаем. Бесплатное жилье предоставляем, да? Юридическая, психологическая помощь, и даже гуманитарно помогаем, продуктами, что необходимо семье, это мы все предоставляем. Пытаемся еще документы собрать, что нужно. Госуслуги, например, даже не знают, как им пользоваться. Мы их учим на госуслугах, там пособия оформлять. Очень много. И устройством работы, моя работа. И туда все направляем. С ДЖО. У нас есть несколько женщин, которые уже получили жилье. Они жили и не знали, что они, оказывается, могут получить жилье. Вот расскажите, какие критерии определяют, что семья находится в трудной жизненной ситуации? Изначально они к нам звонят, и мы проводим собеседование. И уже уже по опыту уже знаешь, что надо помочь, чем нужно именно помочь и что нужно этой женщине, да? Бывает то, что у кого-то работы нет, ту работу предоставить, ищем им, вместе ищем даже работу, Помогаете в этом еще и трудоустроиться, и еще профориентационные работы какие-то для них, они переобучаются. Да. Детей можем в садик, ходатайство написать, например, да, со школой договориться, и, он с нами, Алмаз работает, Центр помощи семье Алмаз, вместе работаем, они тоже нам помогают. Много кто помогает. Вот сейчас у вас в приюте сколько находится женщин? Сейчас у нас находится 2 семьи, женщина с сыном и еще одна женщина с 2 детьми. С 3, но старший, у нее 3 детей вообще, но старший остался с отцом. Они попали в тяжелую ситуацию, попросили у нас приюта и заселились. С такой проблемой тоже можно, да, на время. Сейчас она, эта мама с 3 детьми подала на развод. Сейчас она уже документы надо уже в суд уже практически готова. А вот в основном с какой проблемой к вам приходят женщины? У нас есть договор, у нас есть женщины беременные. Мы тоже приезжают с УЛУСов, когда перинатальный центр просит ходатайство, отправляет к нам и просит, чтобы мы заселили на какое-то время, потому что у женщин либо нет родственников, либо в тяжелой ситуации не могут они оплачивать гостиницу. Нет финансов. Мы предоставляем жилье таким женщинам. Мы предоставляем женщинам жилье, которых дома страдают от домашнего насилия. У нас недавно приехала одна семья с 3 детьми, женщина с 3 детьми, которые ночью убегали от мужа, потому что он постоянно над ними издевался. Ситуаций всевозможных очень много. Один раз пришла женщина, которая хотела, чтобы мы ее заселили, но перед тем, как заселять, у нас проходит собеседование. Когда мы все с кураторами, с юристами, со всеми сели, и она стала рассказывать свою ситуацию, и мы ей задали вопрос: а что вы хотите от нас? Она посидела, подумала, говорит: наверное, я уже все поняла. Встала и ушла. Говорит: мне не надо. То есть бывает и такое. Но, к сожалению,
последнее время участились случаи вот именно домашнего насилия. Участились? Да. И они вот к вам приходят, вы заселяете их. Но бывали, что вот экстремальные ситуации того, что вот эти вот, ну, они же бунтари. Да, бывают а куда случаи. ты пошла? Там быстренько пойти, там сломать у вас дверь. Нет, такого не было. Просто у нас был случай, то, что дети пошли в школу, и отец проследил, и к нам приют пришел. Мы свой адрес не афишируем нигде. Просто, ну, как бы можно позвонить, а так адрес мы нигде не афишируем, нигде не пишем, как бы ни в соцсетях, нигде, да. И отец этот за детьми пошел, как бы узнал, как бы адрес. И как раз у нас рабочее время закончилось, и мы домой. Я, естественно, поехала, чтобы с ним разобраться, успокоила его, как бы, ну, поговорила с ним нормально, как бы поняли друг друга, и он ушел. Но семья, конечно, было им сложно тогда. Они испугались отца. Вот. Ну, вот тогда, получается, администраторы приюта, там уже речь не идет на 24/7, там прям 25/8, с утра до вечера со своими рабочими телефонами. Практически вы уходите домой? Да. Посменная работа. Ага, мы 2 через 2 работаем с 9 до 6, но телефон у нас всегда с собой везде. Куда бы мы То есть, если наша рабочая смена, то мы должны быть на связи. Если есть необходимость приехать в приют, мы должны приехать. У нас есть на телефонах видеокамеры. У нас 16 видеокамер, чтобы не было никаких ситуаций. Потому что прежде чем заселить и подписать договор, они смотрят правила приюта. Правила приюта у нас очень не строгие, но приемлемые. Они не должны ходить по ночам, не должны быть выпившими, не должны там ругаться, там, курить там, в приюте, материться и так далее. То есть все это они должны соблюдать. Но, к сожалению, не все умеют соблюдать это. Убегают и среди ночи, там, выпившие. Ну, мы, конечно... В жизни, опять же, всякое. Да, мы, конечно, их предупреждаем. У нас есть какие-то определенные правила, несколько предупреждений, потом выговор, и уже... Дверь закрывается. Да, дверь закрывается, потому что это влияет на всех остальных, кто живет. Бывали ли случаи такие жизненные, да, что после вашего приюта жизнь женщин, которые находились до встречи с вами, находились в опасности, а после приюта уже как-то первый шаг в счастливую жизнь? Да, очень много, кстати, было таких случаев. Это вот результат вашей работы. Да. И мы постоянно общаемся с ними, постоянно на связи они. У нас есть WhatsApp-группа, и как бы они там пишут свои успехи, как бы, да, мы за всех радуемся. У нас много таких случаев. И это радует. Да. И ты понимаешь, что ты живешь не зря, что ты трудишься не зря, что все-таки есть какой-то отклик от всего за все за весь тот труд, который ты несешь непосредственно. А труд-то он такой, это же не офисный, это же нужно прямо каждого человека, который приходит к вам за помощью, это ему нужно помочь, его нужно узнать. Да. И вот у меня такой вот вытекающий вопрос. Какие программы поддержки доступны для матерей и их детей в вашем приюте? Вот фотографии смотрела, у вас там и психологи, вы стряпаете все вместе, ребятишки все рисуют, все так... Да. У нас проходит, когда они заселяются, подписываем договор, у нас сразу же приходит психолог. Психолог работает с женщиной, которая заселилась, с детьми, и какую-то психологическую свою оценку ставит, насколько сложная ситуация, на что нам нужно обратить внимание больше. Если нет психолога в тот момент, то есть мы как... социальные работники, мы можем провести это первичное анкетирование, первичную беседу со своими выводами. И дальше мы составляем индивидуальный план, по которому мы дальше работаем. Сегодня какая ситуация? Куда мы идем, к чему мы продвигаемся и какая у нас цель. Что мы хотим? Только краткосрочные планы, долгосрочные планы. И как мы можем выйти из этой тяжелой ситуации. И мы об это все время говорим, проговариваем, записываем и работаем с жителями приюта. Вот опять же, да, тут, я заметила, что отзывчивых людей извне, которые хотят помочь и приюту, которые хотят помочь женщинам, их очень много. Да, много. Помогают. Ваши партнеры, кто это? Мы с СПИД-центром вместе работаем, с перинатальным центром нам помогает тоже, да. Полиметалл помогает.
перечислить это очень много. И это круто, да, то, что вот... Классно. Просто бывают иногда люди с улицы. Недавно у нас была... Приходили женщины, они говорят, мы хотим кому-нибудь помочь. У нас такая фишка, вот выпускники там какого-то года, мы хотим помочь кому-то. Кому мы можем помочь? Я говорю, я вам скажу, кому вы можете помочь. А что мы можем сделать? Я говорю, вы можете приобрести бытовую химию, продукты питания. Там оно же все заканчивается. Имеет свойство заканчиваться. И, соответственно, они накупили, принесли, порадовались сами, что они смогли доброе дело сделать. Все равно в человеке, в каждом человеке добро, оно заложено. И когда человек сделал добро, ему хорошо становится. Ему становится очень приятно. И какая-то гордость, да, за себя, что я вот такой молодец, я что-то сделал. Ну, вот как-то вот классно. Ты хорошо себя чувствуешь. Вот, а вы-то как пришли в эту сферу? И почему именно выбрали такой вот жизненный путь помогать? Ну, как сказать-то? Не знаю, может, я так проживаю жизнь свою. Я люблю помогать. И я очень человек общительный. Я с любым человеком могу общий язык найти, любым. Может, это мне помогает как бы работать. И может, я из-за этого работаю там, я не знаю. Ну, женщины приходят и, да, и, там, всякие же жизненные истории, они прям открываются. Вы как пришли в эту сферу? Когда мы переехали в Якутск, мы переехали в 22 году, узнали, что мы приемная семья. У меня 4 приемных детей. И когда позвонили нам из программы «Будем вместе», МДФ «Дети с Ахазии», они позвонили, сказали, спросили, можем ли мы снять передачу. Да, конечно, можете. Они приехали, мы познакомились с Ольгой Владимировной, которая работает там. И дальше больше мы стали разговаривать, когда уже камеры все выключили, и она говорит, у нас есть приют. Я говорю, а что за приют? Приют для женщин и детей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. И я прям до этого в течение 3 лет я смотрела в интернете, искала именно эти дома убежища называются, по-разному они называются, но они помогают именно женщинам. И я всегда думала, боже, такие сильные люди, вот как их хватает помимо семьи, еще, чтобы помогать другим людям. И я говорю, Ольга Владимировна, пожалуйста, возьмите меня волонтером. Она говорит, я поговорю. Она поговорила с директором нашим сейчас, с Ольгой Михайловной, и Ольга Михайловна дала добро, и я перестала приходить. В течение, наверное, 2 или 3 месяцев 2 раза в неделю осталось приходить, мастер-классы какие-то проводить, там с кем-то побеседовать, просто спросить, какие планы у тебя, о чем ты мечтаешь. Знаете, иногда нам просто не хватает простой беседы. Потом время прошло, и мне предложили, а не хотели бы вы поработать? Я думаю, в принципе, почему нет? Если у меня время позволяет. Вот так я посоветовалась с мужем, он сказал, добро. И пришли к пришла, да. Ну, там вы уже за весь этот период работы, наверное, со всякими жизненными историями сталкиваетесь. И поддержку вот эту вы ощущаете от тех, кто... Вот тех же самых волонтеров, да? Прям на постоянной основе они приходят к вам. Ну, не казалось бы по постоянным, да. Ну, есть, конечно, постоянные, но, как бы сказать-то... Надежный тыл есть. Да, есть такое, как бы, то, что мы не одни, то, что мы не одни помогаем женщинам. Много кто хочет помочь женщинам, есть такие. Сейчас у вас какие планы? Ну, планы у нас таковые, у нас по ситуациям, какая женщина к нам придет, да, вот, и именно смотрим то, что как бы из-за этого, планы мы таковых-то и не строим. Да, вообще приют, он существует за счет грантов, грантодателей, то есть у нас дважды, получается, выигрывали фонд президентских грантов, фонд Тимченко, потом фонд «Абсолют помощь», фонд главы, грант главы республики и 2 городских гранта выигрывали. За счет этого мы можем двигаться, за счет этого мы можем расширяться, что-то приобретать, улучшать условия жизни для постоялец, для тех, кто живет непосредственно, чтобы были и кондиционеры летом, потому что же невозможно находиться, чтобы были холодильники, чтобы были... Они многие приходят, они даже в глаза не видели миксер, блендер и так далее. Все это мы приобретали за счет грантов и учили, делали мастер-классы и учили их готовить.
У вас такая... И даже мы учим готовить мамочек. Да. Иногда Ну это- и еще плюс, помимо грантов, волонтеры, все Конечно, желающие, конечно, предприятия, организации города Якутска, жители Якутии. Мгм. И вот с какими вызовами вы сталкиваетесь при работе вот с такой вот уязвимой группой? Но вызовы тоже, как бы сказать, по ситуации. По ситуации. Да. Какая женщина поступит, такая. Ну, у нас были очень сложные ситуации. У нас даже была женщина, которая вышла из тюрьмы, родила. Мгм. С ней было очень трудно, да? Да, у нас, когда весна и осень, мы прекрасно знаем, что это Да. у людей с ментальным нарушением, у них Сезон. обострение, да, и, соответственно, попадают и такие люди, и, к сожалению, когда это обострение, мы должны это сразу выследить, проследить, чтобы вовремя обратиться или к медикам или к психологу. То есть мы все за этим наблюдаем, следим, потому что люди разные попадают. Даже с ЕРПНД как бы мы работали Да, вместе. конечно, мы со всеми. Сезонность вот это вот Да, наблюдаете. это Наблюдается, наблюдается да. очень. У Да. многих бывает такое. И тогда получается весной и осенью практически как будто наплыв, да? Мгм. А бывало так, что прям уже все, невозможно уже принимать ваш приют, там до такой степени он был полный. У меня был такой случай, но там было в одной семье 7 детей, как бы все переполнено, да, было такое. Но было весело. Детки такие. Вот я вот вижу по вам просто, что вы любите свою работу. Было весело. Да, я когда ходила волонтером, Анна Михайловна работала там администратором, и я ей сегодня только говорила. Я помню, когда пришла один раз, смотрю на себя, ты такая вся никакая, вроде только полдня, она, смотрю уже, думаю, ей очень тяжело, наверное, работать. Ну, вот как-то, все равно. Выходишь из этого, понимаешь, когда видишь результаты, когда видишь, что ты где-то, например, у нас была женщина, ее родители были сиротами, и они жили где-то за городом в каком-то лагере. Она с ними, соответственно, жила, когда они умерли, она осталась без жилья и без ничего. Она попала к нам в приют со своим сыном, уже с ребенком, попала в приют, и стали ходить наши юристы, наши координаторы, там все стали собирать документы, искать. И у них получилось, у нее ментальное нарушение, плюс ко всему к этому, и получилось получить от государства, от республики, получилось денежную и финансовую помощь для того, чтобы приобрести себе жилье. Вот смотрите, как вы помогаете, да? Вот женщина просто ходила и не понимала еще с таким, да, расстройством. Да. Еще недавно у нас была семья, женщина с дочерью, уже подросток, они она на таких работах работала, подработки постоянные, то посудницей, то еще кем-то. Она даже не могла на постоянную работу устроиться. Настолько она была вся нервная, закончившаяся просто. Вот, постоянные крики, постоянная ругань. Но психолог с ней работал, 2 психолога. Психологи-волонтеры бывают у нас, очень хорошо работают с людьми. Они прям, в них позитив в лучшее будущее, чтобы они смогли поверить в себя. И все, и ходили, собирали документы, и получилось им получить жилье. Как оно называется? На М. Маневренное жилье. Сейчас они живут в этом маневренном жилье и очень довольны сейчас. Она устроилась на постоянную работу. Да. И вы в этом все. Да, и когда, вы знаете, в статусе у них видишь, что они счастливые, довольные, они такие красивые женщины, то ты радуешься этому. Так скажем, практически вокруг вашего приюта это не только, да, вот прийти там какое-то время переждать, да, но еще, оказывается, целый спектр услуг вам там предоставляют. И юристы, и психологи, и волонтеры, чтобы просто спасти жизни, да? Да. Не просто спасти жизни. Я желаю вам в вашей работе еще больших успехов, еще больших партнеров, чтобы они приходили к вам и вас поддерживали. Встретимся когда-нибудь лет через 5 и еще поговорим на эту тему обязательно. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания.
Добрый день, уважаемые телезрители, еще раз. И во второй части нашей передачи мы поговорим о стиле, который становится ключом к самовыражению. С нашей прекрасной гостьей, профессиональным стилистом, мы узнаем, как подчеркнуть свою индивидуальность через моду и трансформировать свой образ. Знакомьтесь, наша гостья Виктория Крявучунас. Да, все верно. Красивая фамилия. Очень я горжусь ей, правда. Да. И у вас и внешность такая необычная, и одеты у нас прям стилисты. Мы же сами транслируем, да, то, что мы хотим видеть вокруг, мы все через себя. Очень важно через себя транслировать красоту и отношение к себе. Стиль — это внутреннее состояние. То, как ты просыпаешься, то, как хочется тебе выглядеть, то, как хочется, чтобы тебя видели, это все твой стиль. Как ты кушаешь, как ты взаимодействуешь, даже насколько, как ты благодаришь. И вот я сразу подметила ваш голос, невероятный голос. Это тоже ваш стиль. Спасибо. Очень красивый голос. Спасибо большое. Я когда вас первый раз увидела, на самом деле я подумала, что, наверное, нашу позвали гостью. Приехала там откуда, ну, точно не из Якутии. Вы родом? Я из Якутии. И я этим очень горжусь. Да, мне очень нравится здесь женщины, их мудрость. Поэтому я очень много черпаю как раз-таки, да. Папа с Прибалтики, мама с Якутии, мама очень спокойная, а папа очень эмоциональный, такой горячий, да, чистокровный литовец. Поэтому здесь мне нравится все, и культура, и общение, и люди, и взаимопомощь, взаимоподдержка. Мне здесь вот сейчас очень спокойно, так как я прожила какое-то время в Петербурге, сейчас я снова в Якутске, и мне нравится здесь, как проявляется молодежь, как проявляются моего возраста люди, да, либо старшее поколение. Мне нравится именно здесь проявление людей. Я, видимо, здесь поэтому и оказалась, чтобы тоже проявиться максимально. Это помогает. Да, и я вот уже, когда езжу по другим городам, я возвращаюсь в Якутию, в Якутск. Возвращаюсь и вижу, что Якутск стильный город. Да. И у нас и со вкусом одеваются, и очень как-то это подается. Но стиль и мода — это разные вещи. Да. Вот сейчас просто нам простыми словами раскидайте стиль и мода. Мода, она такая скоротечная. Мода — это как веяние, то, что сейчас позволяет именно в какой-то момент проявиться. А стиль — это образ жизни. То есть если ты обрел свой стиль, понимаешь, что для тебя важно, здорово подчеркиваешь свою фигуру, особенности фигуры, это уже про стиль. То есть это стиль, это на постоянной основе. То есть это ты просыпаешься, ты уже стильный, к вечеру ты стильный, днем ты стильный, и тебя это характеризует. Это способ проявления. А мода — это, знаете как... Это, как я говорю, на любителя. Быть модным — это на любителя. Да-да. Мода, она обязывает, но моду нужно очень здорово чувствовать. Поэтому мода — это такое, знаете, это как тренд, это маркетинговое слово такое. И оно, конечно, очень модное. Мода модная, да? Но лучше бы, конечно, разузнать, приобрести и освоить свой собственный стиль. Никогда не поздно начать. Это точно я могу сказать. Я не всегда была стильная. Если что. Я, конечно, смотрю всегда. Всегда смотрю вот эти все модные показы, они завораживают. Это, правда, очень тонкий маркетинговый ход, да? Но эту моду можно просто на себя немножко проецировать. Что-то добавлять, но не все. Категорически быть модным, скорее всего, это безвкусно. Очень важно под свой образ жизни, под свою фигуру подбирать какие-то модные штучки. То есть цвета, либо фактуры. Сейчас очень трендовое украшение. То есть на мне совершенно базовая одежда, но есть украшения. Я всегда продумываю именно с точки зрения того, как на меня, наверное, обращают внимание, и что я могу, какую пользу для вас, да. То есть вы что-то на меня посмотрите, у нас примерно одинаковый тип фигуры, да, мы, в принципе, похожи. И вы уже сможете, ага. И вот мне нравится именно с пользой. Я хожу по городу, всегда смотрю на модных людей, и тем самым я тоже вдохновляю женщин. Я пешком всегда хожу. Или на автобусе езжу. Наверное, уже, да, в этом плане надо мне тоже примером для... Да. Мне иногда такое, да. Это нормально, Окей, потому что много мыслей в голове, Да. и хочется сразу все применять. У меня тоже такое Если вы бывает. пешком, я тоже пешком. Да. Вот скажите, мода — это почему-то синоним дорого, да? Да. Ну, для кого-то. Для кого-то мода — это дорого, потому что нам так доносят, что это дорого. Хочешь быть модным — плати много. Типа, но это, как сказать, я, наверное, одеваюсь по своему доходу, достатку, да, это
Ну, наверное, выше среднего, да, но сама как стилист я всегда подбираю в зависимости от бюджета. Никогда не настаиваю, если у человека там зарплата условно 70 тысяч, давайте будем тратить 250 тысяч. Да? Я всегда учитываю все нюансы. То есть подбираю, если я уже заявила, что я профессиональный стилист, конечно, я занимаюсь и разбором гардероба, и подбором гардероба, да, и даже готовлю некоторых людей на съемки. Одна из ваших ведущих, мы будем с ней вместе делать съемку. Класс. Да. А вы давно вернулись в Якутию? Так что постоянно, я думаю, что лет 7, наверное. Уже 7 лет здесь. Особенно, когда сейчас в 2024 году началась такая мощная трансформация. Ой, я рада, что я здесь. Просто невероятные люди. Обожаю. Обожаю этот стиль, обожаю узоры якутские, да. Сижу здесь в студии, просто мне все кажется красивым, нереально, потому что я люблю узоры. И, конечно же, я считаю, что один из самых важных элементов стиля для Якутска — это, конечно, национальный колорит. Да. Это узоры. Я сама ношу и вещи с узорами, и ношу серьги. У меня шикарные бриллианты. Я считаю, что в этом наша сила. Да, в том, что у нас есть. Да, у каждой женщины есть. Да. И это шикарно. Я хотела бы, чтобы все приезжали в Москву там, или куда за границу, и все ходили в украшениях, потому что сила якутских украшений, это вообще магия. Просто стоит просто нарядиться, и там все понятно. Человек со вкусом. Да, а сейчас стали молодцы, что не только, например, серебро либо золото, да, стали делать более бюджетные, чтобы все прямо могли носить, да. И я замечаю, что очень многие пожилые женщины прямо уже каждый день применяют такие украшения. Понятно, что большие не наденешь, тяжеловато, да, но можно надеть какую-то базовую одежду и просто добавить одни сережки, уже шик, просто шикарно. И это вот всему вы учите? Какие-то мастер-классы вы проводите? Мастер-классы провожу, да, мне нравится. Я вообще люблю собирать женщин. В пятницу мы тоже проводим. Мы стараемся по пятницам проводить мастер-классы, потому что это пятница — женский день, день Венеры. И я люблю женщин заряжать этой красотой. Я люблю дарить, я люблю создавать образы. То есть все, что, допустим, я уже такая смотрю, мне нравится, у меня бывает много новых вещей, да. Я просто вот пишу у себя там, хочу какую-то девушку просто нарядить. И вот так наряжаю женщин, мне очень нравится. Они даже многие со мной не сталкиваются, я курьером отправляю, да, а потом отправляют фотки. Мне очень нравится, когда женщина наряжается. Мне кажется, это состояние просто супер счастливой женщины, когда она уже с утра такая, вот как вы сегодня, накрашена, такая вся красивая. Супер классно. Вдохновляете, как можно больше людей. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Вот. И, конечно, когда женщина внутри наполненная, она дарит эту улыбку просто людям. Вот я иду сейчас, да, по городу, и мне хочется каждый второй улыбаться. Потому что каждый, наверное, улыбаться было бы, как говорит моя мама, странно. Тем более весна. Да. Каждый второй улыбаюсь, и мне это нравится. Заряжаю так женщин. Якутск — стильный город, да? Я уже вот в начале в нашей встрече говорила. Стильный вот именно, мне кажется, да, вот этим вот национальным колоритом. Да. У нас молодежь такая вся яркая сейчас, да, пошла. Свободная, она свободная. Вот. Да, она не я думает. им так завидую, если честно. Такие свободные меня. Да, они классно выглядят. Они, не все поколения прямо мне в самое сердечко заходят. Есть, которые пока еще нужно немножко дорасти, да. Но есть, мне кажется, это какой-то... Вот у меня дочка 2008 года, да. Я думаю, вот этот год и постарше вот идет уже. Вот они такие классные, они как-то следят за тенденциями, что-то добавляют. И при этом я смотрю у Арины, да, в гардеробе нет дорогих вещей. Ну, то есть понятно, что какие-то определенные есть, да, но она каждый день супер стильная. То есть, мне кажется, это еще очень сильно зависит, как мама транслирует свой стиль. Да, и поэтому уже сразу считывается, что у меня ребенок стильный, да, мама стильная, подруги стильные, да. И вот мне нравится та идея, что я могу вдохновить как можно больше женщин выглядеть стильно. Выглядеть стильно не значит дорого, это 100%. Я работала с разными людьми. Да. Вот стиль мне нравится в том, что не нужно выглядеть... Можно выглядеть дорого, не потратив на это большие деньги. Вот это стиль. И вы этому учите женщин. Да. Это очень легко. То есть можно пройти со мной один день, я покажу, как это все делать, базовый гардероб собираю. Конечно, там некоторые делают долго, да, но у меня есть свои секреты, как говорится. Ну вот. И мне еще радостно, что большинство моих знакомых вдохновляет мой собственный стиль, но я никогда не навязываю, да, потому что мне хочется, чтобы у каждой женщины была своя собственная изюминка. Я просто вдохновляю на то, что раскрываю каждую женщину. Вот за это я очень люблю
стилей Да. стала, без навязывания. без Да, ничего. как на кнопочку чуть нажимаешь, и она такая, как цветочек. Тик. Да, и, как правило, разбирая гардеробы, работая с этим, уже в гардеробе все в порядке. Просто немножечко каламбур. Кажется, вот это я купила там, это не подойдет, тут не подойдет, а на самом деле просто меняешь местами, и все нормально становится. Да, Да, это у большинства да, нас, видать, да. потому что мы наберем, так, ну, а с чем это одевать? Да. Мы же это не умеем комбинировать. Потом что-то лежит уже далеко, что-то ждет, пока я похудею, что-то ждет, пока я там еще что-то, да? И все вот так вот отложено лежит. А на самом деле в гардеробе должно быть пространство, должен быть воздух. И когда пару вещей просто избавляешься и какую-то базовую там лонгслив либо футболку добавляешь, все, гардероб уже у тебя идеальный, просто модницы. Ну и, конечно же, сделать акцент, например, на украшениях. Тогда любой базовый гардероб заиграет новыми красками. Вот это вот украшение, да, как раз мне Супер. режиссер подарила, наша Очень Мария красиво. Сумхалырова. И я прямо его ношу и Очень. никак не могу уже на другую всю перейти. Нет, он Это очень вот да. хорошо, прям вообще. Мгм. Он вам подходит. Ну, в моем возрасте, да, мы больше всегда за удобство, за то, что у нас комфортно. Мгм. Но опять же, да, надо же тоже какой-то момент свой стиль-то. Мгм. Не всегда же в кроссовках. А сейчас уже хочется? Сейчас, наверное, вот мои мысли, вот мои услышала Вселенная. И мне вас в качестве гости прислала, потому что буквально нет. Яна ко мне из Якутии в деталях пишет, есть Да, классная да, да. гостья, давай. Да, я согласна. Мои мысли просто вычитал космос. И вы ко мне пришли в гости. И мои тоже. Потому что я хочу своим внешним видом... Ну, то есть мне достаточно сейчас 3 минуты, чтобы одеться. Я не собираюсь долго, это 100%. Все, кто меня знает, 3 минуты. Дайте мне, я всегда говорю, 3 минуты, я выбегаю, да, на каблуках всегда. Вот. И когда мы с Яной познакомились, для меня тоже это был большой подарок судьбы, потому что мы начали общаться, взаимодействовать, мы уже ходили на гардероб, смотрели, разбирали. То есть все очень быстро. Я не люблю тянуть, да. А когда уже ты сама вся собрана, ты все быстро делаешь. И то, что она меня познакомила с вами, я считаю, что это тоже подарок судьбы. Да. Поэтому я всему радуюсь. Я Когда ты готов, короче, все подарки судьбы у тебя вот так. Да. И вот такую программу, наверное, надо запустить для женщин. Просто 3 минуты. И иногда просто, честно скажу, лень собираться. Нужно Да. быстренько выйти куда-то там в магазин, на работу. Ну, где-то там по ходу дела, я ладно, соберусь хорошо, да, там. Вот прям такой запуск передачи давайте сделаем. 3 минуты, да. И тогда вот на это, за 3 минуты можно так стильно собраться, как Виктория. И тогда, мне кажется, люди за вами, Да. женщины за вами пойдут. Я все время думаю, как же найти подход, потому что очень многие, когда меня видят, думают, что это дорого, невозможно, но я я не таки могу по-другому. Я просто не могу по-другому. Ну, как бы это же мой образ жизни. Я уже такая думаю, ну как расположить еще больше? Я стала улыбаться. Ну, то есть, да, и уже тогда как-то, невозможно, я не могу сама заставлять. Мне кажется, вот тот, кто уже готов, он просто подойдет и скажет: Виктория, там, давайте с вами там поработаем, повзаимодействуем как-то, да. И вот это сподвигло меня стать амбассадором 8 крупных компаний. Я просто им написала и говорю: ребята, раз меня там побаиваются, давайте я буду просто транслировать эту красоту. И все, они согласились. И вот сейчас я рассказываю о спортивной одежде, о всех наших таких крупных компаниях, да, здесь в городе. И мне нравится, что, знаете, пока я не подключила голос, все думали, что я такая высокомерная. Ну, взгляд такой, типа, да. Я уже перестала ресницы наращивать, думаю, так, чтобы людей не пугать. Да. Вот. А когда я стала говорить голосом, мне даже стали писать, что вам нужно говорить. Ваш голос он успокаивает, ваш голос наполняет. И вот я просто из всех этих намеков сделала в плюс. То есть не расстроилась, не забросила это, да, а просто стала говорить. И вот когда я говорю, у людей реально становится... Типа, со мной все в порядке. Нужно просто что-то там изменить, всему свое время, там, да. Потому что бывает такое, что мама хочет, чтобы дочка как-то одевалась. Да, у меня такой был случай, а она не хочет. И вот это вот ты смотришь, заставлять я никого не люблю, да, но на своем примере она немножко в теле, я немножко в теле, да. И мы просто походили, посмотрели, парочку вещей купили, она довольная, счастливая. Но вот самое главное, чтобы было желание. Вот если у вас есть желание что-то изменить в своем образе, я буду только рада. Ну вот, а без желания, конечно, никак. Да. Да. Как говорят, это, наверное, дорого стоит. Вот появится желание, это не будет дорого стоить. То есть там нужно просто посмотреть. Просто без того, что я не увижу ваш базовый гардероб, я не смогу составить вам какие-то капсулы интересные, да?
Многие тоже не любят, когда к ним домой приходят, онлайн делаем. То есть я уже такая настолько гибкая. Это все, знаете, насмотренность. Вот у меня невероятная насмотренность. Мне кажется, закрытыми глазами могу сказать, вот это тебе там купить, там тебе вот это. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход мне очень нравится, потому что я немножечко вижу наперед. Одежда — это не просто тряпка, да, это не просто пошили там, да. Одежда дает нам больше уверенности, одежда даже приносит какой-то определенный успех. То есть мне нравятся определенные у нас здесь магазины, они не являются у нас популярными магазинами, но мне нравится, что это все очень индивидуально для каждой. И вот когда я для себя нашла такие магазины, это было миллион ошибок, я тоже люблю ошибаться. Раньше это было просто «снимите это немедленно», но без этого я бы не пришла к тому, что какая сейчас есть. Если бы я не ошибалась. Многие боятся ошибаться. Что о них подумают? Все привыкли, что я там в базовом костюмчике, да, и нормально. Но пока мы не начнем ошибаться, экспериментировать, важно экспериментировать. Вот я не знаю, сколько вам лет, мне кажется, что мы ровесница, может быть, даже вы мне помладше. Мне 36. И я обожаю экспериментировать. Каждый раз. Мне как-то подруга говорит, я боюсь, что ты станешь городской сумасшедшей. Я говорю, бойся, я уже почти она. Мне нравится это состояние городской сумасшедшей. И чувство юмора у вас отличное. Ну, мне вот честно, тоже по возрасту, если уж честно, мне 43, но я все ошибаюсь. И у меня вот, как вы сказали, каламбур. Да, у меня каламбур гардероб. Но в этом каламбуре я как-то пытаюсь, но у меня опять все базовое черное. Но я в этом вижу свой стиль. Вы яркая в черном. Как и я яркая в черном. Вот. Да. Черный это черный. Надеюсь, нас слушает только женщина, а то подумают мужчины, что мы тут прямо звезды. Вот. Но вдохновлять женщин, я считаю, что это мое призвание. Я тоже сегодня в черном, и мне чаще всего говорят, что я очень яркая. Черный никак не подавляет, никак. У черного очень много оттенков. На самом деле, да? И раньше все запоминали меня, потому что я носила яркую одежду. Всегда говорили, ой, там лавандовый, фиолетовый, это вот Вика идет. Потом салатовый был, потом розовый. Это все у меня осталось. Но мне как-то был такой интерес проявить себя в черном, потому что больше женщин ходит в черном. Мне хотелось показать, что черный — это дорогой цвет, это представительный, да, цвет. И захотелось как-то его интегрировать с рваными джинсами, чтобы женщины могли утром одна, в обед другая. То есть верх может быть один и тот же, а низ там можно менять, например, вот так. Как волшебница. Сидишь и слушаешь. Надеюсь, вы уже из Якутии никуда не уедете. Пока здесь. Пока я здесь. Ну, думаю, после нашей передачи, вас увидят обязательно, вас заметят обязательно и будут знать, что есть такая прекрасная Виктория, стилист, блогер, модный стилист, который может нам помочь. Те, кто до сих пор каламбур у себя в гардеробе имеет. И не может пару слов связать вначале. Но это тоже стиль, это про стиль. Спасибо вам большое. Не хочется с вами расставаться, но придется. До скорых встреч, уважаемые телезрители и радиослушатели. Спасибо большое. Вот это вот 20 минут. Вот.